Завершился официальный визит президента Садыра Джапарова в Азербайджан. В первый день официального визита глава государства в городе Баку посетил аллею почетного захоронения, выразив дань уважения памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и его супруги Зарифы Алиевой. Также делегация Кыргызской республики почтила память павших героев Азербайджана, погребенных на аллее шахидов. Отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном имеют древнюю историю. У азербайджанцев и кыргызов одинаковые корни, культуры, древние исторические связи и традиции. Также людей связывает язык и религия. Обе нации управлялись единым центром во времена Царской империи и Советского Союза. В это время между ними сложились экономические и культурные связи. После распада СССР эти отношения стали развиваться дальше. В настоящее время в Кыргызстане проживает около 20 тысяч азербайджанцев. Они тесно вовлечены в общественно-политическую жизнь Кыргызстана, активно участвуют в предпринимательской деятельности и других сферах экономики страны. Азербайджанцы живут в основном в Бишкеке, Таласе и Карабалте. В современном мире обе страны тесно взаимодействуют в таких организациях, как СНГ, ООН, Тюркский совет, ОБСЕ и далее. Во многих направлениях мировой экономики, геополитики и безопасности у наших стран совпадают мнения. Так, на этой неделе переговоры Садыра Джапарова и Ильхама Алиева прошли в атмосфере полного взаимопонимания, открытости и доверия, которые характеризуют братские отношения между государствами. Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-азербайджанского двухстороннего и многостороннего сотрудничества. Важно подчеркнуть, что основа кыргызско-азербайджанских отношений была создана исторической личностью международного масштаба, уважаемым Гейдаром Алиевичем Алиевым, вашим отцом. С тех времен у нас между Кыргызстаном и Азербайджаном очень хорошие отношения. Мы всегда готовы к сотрудничеству с азербайджанскими братьями. Мы очень настроены на активное взаимодействие во всех сферах. И уверен, что ваш визит послужит делу дальнейшего укрепления наших отношений. Будет подписано много документов, и, конечно же, главным из них я считаю декларацию о стратегическом партнерстве. Это выводит наши отношения на качественно новый уровень. В целях укрепления двухстороннего взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной и других областях взаимовыгодного сотрудничества лидеры двух стран подписали меморандум о создании Межгосударственного совета Кыргызстана и Азербайджана. Главами двух государств была подписана декларация о стратегическом партнерстве между Кыргызстаном и Азербайджаном. Также подписан ряд документов между ведомствами республик. Соглашение между Кабинетом министров Кыргызской республики и правительством Азербайджана о воздушном сообщении. Сообщение между Министерством сельского хозяйства Кыргызской республики и Министерством сельского хозяйства Азербайджана о сотрудничестве в области сельского хозяйства. Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Министерством финансов Кыргызской республики и Министерством финансов Азербайджана. Меморандум о развитии сотрудничества в области связи и информационно-коммуникационных технологий между Министерством цифрового развития Кыргызской республики и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана. Меморандум о сотрудничестве между службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской республики и Государственной службой по антимонополии и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области охраны интеллектуальной собственности между Государственным агентством интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете министров Кыргызской республики и Агентством интеллектуальной собственности Азербайджана. Меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте Кыргызской республики и Академией государственного управления при Президенте Азербайджана. Соглашение о сотрудничестве между Общественной телерадиовещательной корпорацией Кыргызской республики и закрытым акционерным обществом телевидения и радиовещания Азербайджана. По итогам прошлого года объем торгового оборота между Кыргызстаном и Азербайджаном составил примерно $10 миллионов. Наша страна экспортирует лампы накаливания, фасоль и грецкие орехи и импортирует из Азербайджана металлоконструкции, растительное масло, сахар и кондитерские изделия. По словам экономистов, торговые взаимоотношения между двумя странами слабые, но учитывая общие исторические и культурные корни, можно нарастить сотрудничество в области экономики и туризма, считают эксперты. Большую перспективу имеет развитие туризма, взаимного туризма, возможно, открытие гражданского авиасообщения и так далее. Да?
То есть, ну и, конечно же, взаимоотношения, то есть создание глав государств, когда они совершают визиты друг к другу и ответные с участием членов широкого круга бизнес-элиты, то тогда можно налаживать отношения в экономике. Президент Кыргызстана в рамках визита в Азербайджан, Баку, встретился с представителями крупного азербайджанского бизнеса. По данным пресс-службы главы государства, во встрече приняли участие руководители крупных компаний Софас, Сокар, Азерголд, Азвирт, Люминг Холдинг, Нексол Холдинг, Азерсан Холдинг, Паша Холдинг. Джапаров отметил, что Кыргызстан выражает высокую заинтересованность в сотрудничестве с азербайджанским бизнес-сообществом. Кроме этого, Бишкек планирует закупить у Баку нефтепродукты, а поставлять туда текстиль и сельскохозяйственную продукцию. Экс-депутат Джоргу Кенеша Сайдулла Нышанов напоминает, что, несмотря на намерения, остается высокая вероятность геополитических и геоэкономических препятствий. Тут вопрос не в Азербайджане, а в соседних с нами странах. Они ведь не дают нам такой возможности, хотя поставлять ГСМ из Азербайджана мы могли бы. Но наши соседи отказываются предоставить транзитные пути, пресекая это на корню. Почему бы нам не покупать у Баку нефть и продавать туда свои товары? Но тут встает вопрос логистики, поэтому надо заключать не только двусторонние соглашения, но и договариваться с другими. Азербайджан – одна из наиболее быстро развивающихся экономик в мире. Многоотраслевая экономика, выгодное географическое положение и приток зарубежных инвестиций сделали экономику страны одной из сильнейших в регионе. Международный валютный фонд характеризует экономику страны как развивающуюся. Множество соглашений с иностранными компаниями и иностранные инвестиции также сыграли важную роль в экономике Азербайджана. Одной из основных целей экономической политики страны был переход к рыночной экономике путем принятия соответствующих реформ. В 1994 году был подписан один из важных нефтяных контрактов между Азербайджаном и 13 крупными нефтяными компаниями, представляющими 8 стран мира. Это соглашение вошло в историю под названием «Контракт века». У нашей страны есть реальные возможности импортировать углеводороды из этой страны. Если мы построим МПЗ в Аше и восстановим заводы в Чуйской области, то можем обеспечить себя ГСМ. Почему бы и нет? Для развития сотрудничества в сфере культуры в 2012 году в Баку было подписано межправительственное соглашение, в рамках которого проводятся совместные мероприятия для расширения культурно-гуманитарных связей. Кроме этого, культурное сотрудничество поддерживается на площадках Турксой и ЮНЕСКО. После того, как распался Советский Союз, Азербайджан и Кыргызстан взаимно, обоюдно, быстро признали друг друга. Это тоже очень многое значило. Это тоже для нас это общее, так сказать, имеет знаменатель. После этого установили одним из первых из Кавказских республик и вообще из западных республик, может быть, даже сразу же после Турции, именно с Азербайджаном дипломатические отношения мы установили. В 2009 году было декларировано Нахичеванское соглашение, согласно которой все тюркские страны создали некий, так сказать, союз. Официальный визит главы государства прошел в канун 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном, а также 25-летия подписания договора о дружбе и сотрудничестве между странами. Эльмир Куренкеев, Самат Долатакунов, 5 канал.